Ассаламу алейкум, дорогие друзья, подписчики. Это видео я записываю меня заставили записать те, кто называет себя чеченцами или мусульманами, или потомками шейха Мансура, продолжатели дела Дудаева, короче, так называемые наши шайтаны. Я долго ищу их по всей территории украинского государства, никак не можем найти. Нашли штаны командира и удостоверение, больше ничего не нашли мы. Если кто-нибудь знает про них, где они есть, подскажите, пожалуйста, За это даже можно дать вознаграждение, Они ролики записали в начале, такие жесткие, как они любят. Когда у нас была война, тоже они так красиво, как актеры, артисты обученные, как их лидеры Закаев, они умеют этого делать, но на самом деле они ничего не стоят. Я прошу, если вы действительно те, кто называетесь себя, или называете себя, потомки шейха Мансура, Дудаева, то я вас прошу, запишите ролик, покажитесь, где вы находитесь, как вы находитесь, чтобы нам легче было найти вас. Или я мусульманин должен простить, если он извинится, если попросит ради Аллаха. Я готов вас простить, если вы принесете свое извинение и скажете, что вы были виноваты во всем. И то, что было на Чеченской республике и на территории Украины, Я буду ходатайствовать перед Верховным Главнокомандующим, чтобы вас амнистировали. Вы никогда не были воинами. Мы вас никогда не считали воинами. Если вы сбежали из республики, оставили республику, то о чем вы говорите? Вы же говорили, что давай теперь приезжайте в Украину. Мы приехали, почему ни разу мы не столкнулись, не было ни одного боестолкновения. Почему вы бегаете, Это не по-мужски. Мне обидно, что вы такие, перед всеми народами, народ, все, как кто меня слышит, я говорю, они не чеченцы, они не искренние мусульмане, они не соблюдают Коран, сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они настоящие жулики, За $100 они, не буду говорить, вот такие они, Если кто мне даст информацию, сейчас у меня хорошая группа, должна отправиться. Я попросил бы министра обороны Российской Федерации, чтобы именно туда отправил эту группу и забрать их. Воевать у них мужества не будет, забрать их и посадить, и чтобы они всю свою оставшуюся жизнь каялись, просили Всевышнего прощения, просили у народа прощения чеченского.
Дон, подскажите, пожалуйста, где эти воины, муджахиды, которые такие страшные, Дон, понимаете, Дон. Ассаламу алейкум. Аллаху Акбар, Ахмад сила. За нами Россия. Вместе мы сила, и мы победим не только Украину. Украина с нами не воюет. Мы и НАТО победим. И вокруг наших натовских, которые вокруг ходят на союзники натовских государств, тоже накажем. Америка, зная, что они далеко, вякают и используют европейские государства. Они нам пишут против санкций, и тем государствам тоже самое. А мы что должны делать? Если была бы моя воля, я забирал бы всех этих европейских государств, которые сегодня ни гроша не стоят, знают свою цену и называют имена нашего президента, называют непристойно о народе Российской Федерации государства. Я потихоньку забирал этих государств, и у Америки тогда не осталось бы союзников. Короче, война должна длиться до тех пор, пока они все санкции не снимут и не примут, и не принесут извинений. Война за добро, война за счастье людей. Воевать — это удовольствие. Мы это удовольствие получаем. Как сказал Владимир Ильич, мы как мученики умрем, а они сдохнут. Вот так вот.